Полет как вынужденная мера. Жители отдаленных населенных пунктов Ленского района до райцентра добраться авиатранспортом могут только в межсезонье, когда на Лене ледостав или ледоход, потому что это единственный транспортный путь, связующий с Ленском. Весенний сезон авиарейсов на Витим вместе с авиаперевозчиком открыла Анна Кожевникова. Погода облачная, но для многоцелевого двухмоторного Л-410 такие облака не помеха. Не помеха для него и грунтовая взлетно-посадочная полоса. Именно поэтому такой тип авиамашины выбран для рейса Ленск-Витим, который последние несколько лет носит временный сезонный характер. Весной 1 месяц и осенью 2 месяца. В течение 2 месяцев выполняются полеты, субсидированные на самолетах Л-410, Пилатус или на вертолетах. Все зависит от того, какой тип авиакомпания выставит. На таких самолетах Л-410 добираются витимцы в межсезонье. Время полета 50 минут, что в 4 раза быстрее наземного транспорта. Однако популярностью авиаперевозки у витимцев не пользуются. Такие авиаперевозки выполняются регулярно весной и осенью, когда добраться по единственному пути рекой не представляется возможным. Это период ледостава и, наоборот, ледохода на реке Лена. Почему же витимцы не желают добираться авиатранспортом? Может быть, дело в цене, предположили мы и отправились в авиакассы. На весенний период по маршруту Ленск-Витим открывается продажа по стоимости тарифа 4865 рублей. Это, в общем, удобно для жителей Витима. Спросом пользуются жители Витима, которые обращаются в нашу больницу Ленскую, также командировочные. Проведя свое собственное расследование, выяснили, разница между самым дешевым авиабилетом до Витима и такси всего 500 рублей. Но такси едет не менее 4 часов. На рейсе, который провожали мы, было всего 5 человек, хотя, как сообщили сами же пассажиры, записывалось 8. А тут дело такое, будет меньше 5, рейс отменят. Поэтому люди ждут тревожного звонка. Нашим пассажирам повезло. В 8:10 за 1,5 часа, как положено, началась регистрация на рейс, среди которой были и новички, кто не то что в Витим, а в Ленск приехал впервые. Не так уж неплохо, как я рассчитывал. Немного пугает вот эта вот тряска вся в самолете. Вот, то бишь летишь, допустим, на больших самолетах, такого нет. А вот на маленьких вот страшно, но при этом прикольно. Не могу сказать, что прям плохо. Вместе с пассажирами мы отправились в самолет оценить достоинство авиаперевозки или найти причины, почему же люди отказываются летать. Самолет, производящий перевозку Ленск-Витим, маленький, но вполне комфортабельный. Даже расстояние между сиденьями в этом небольшом самолете просторнее, чем в Ан-24, а кабина пилота ограждена небольшой перегородкой, что позволяет наблюдать за действиями экипажа. Пилоты опытные, не первый год управляют такой машиной. Да, уже около 5 лет. Именно на Л-410. Уже более 4000 часов налетал. А мы продолжили выяснять, почему же люди отдают предпочтение не авиаперевозкам. Обзвонили службы такси и выяснили, как много пассажиров у них за неделю в межсезонье. Тоже небольшой поток. Получается, что витимцы в принципе неохотно ездят в райцентр. Впрочем, объяснение тому все же есть. Ведь попасть в Ленск в основном им необходимо по 3 причинам. В больницу, в госучреждение для оформления документации или улететь в восточном направлении на Якутск. Загруженность в последнее время снизилась на этой линии. Связано это с тем, что, во-первых, витимцы сейчас стали летать через Талакан больше. То есть те, кому надо в западном направлении вылететь на Большую Землю, они едут до Талакана, до аэропорта Талакан, и дальше летят в Новосибирск и другие города. Вот и получается, что с появлением частного аэропорта на Талакане поток авиапассажиров в Ленске сократился не только на рейс Ленск-Витим и обратно, но и в целом. Ведь теперь улететь на Большую Землю витимцы могут, преодолев всего 97 километров вместо 211, также и пеледуются эталонцы. Потому даже субсидированные перевозки не привлекают жителей этих отдаленных населенных пунктов. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.